Уважаемые жители Республики Коми, добрый день. Как обычно, начинаю сегодня доклад для вас и несколько сначала слов об эпидемиологии. Сегодня в республике лабораторно подтверждено 1007 случаев заболевания коронавирусом. Прирост за сутки составил 39 человек. Но, как вы видите, мы продолжаем расти. К сожалению, этот существенный прирост инфицированных коронавирусом в последние несколько дней, как я вам рассказывал, дают как раз вахтовые бригады. Еще раз хочу подчеркнуть, что это локализованные очаги. Мы всех, кого выявляем, вот выявили 39 человек, мы их сразу госпитализируем. И те, кто остаются там под наблюдением, они точно так же, это карантинные очаги, то есть люди оттуда не выходят, и никакого распространения инфекции они не дают. Но сам рост, вот этот, он, конечно, нам дает, к сожалению, плохие показатели. Мы каждый день добавляем выявленных положительным ковидом. Соответственно, у нас растет коэффициент распространения инфекции, о котором я говорил, вот этот вот так знаменитый коэффициент РТ. Соответственно, он сегодня уже 3,3. И, конечно, как я вам говорил, что мы, может быть, к 21 числу остановимся и начнем снижаться. Я думаю, что, к сожалению, нам еще несколько дней придется расти. Поэтому 21-м не удастся нам говорить о дне, когда можно будет думать о снятии всех ограничений первого этапа. Я думаю, что это нам потребуется еще как минимум неделя, то есть 28-29 мая. И в связи с тем, что у нас под наблюдением растут количество людей, то у нас сегодня под наблюдением 2378 человек, в отличие от вчерашних 2000 с небольшим. Но продолжаем выздоравливать, выздоровело сегодня 425 человек. Самое главное сегодня тема дня и, я думаю, недели, это совещание, которое провел президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. И основная идея этого совещания – это контроль заранее принятыми мерами поддержки в социальной сфере, в экономике. И я хочу сказать, что в республике мы все поручения президента и правительства Российской Федерации выполняем в полном объеме. Я вам вчера уже докладывал о том, что мы за март и за апрель полностью рассчитались с медицинскими работниками, которые участвуют как раз в лечении больных ковидом. И также меры поддержки и по занятости полностью выполняются, помощь семьям с детьми, она идет с нарастающим итогом, и помощь малому и среднему бизнесу. Вот еще, что сегодня подчеркнул Владимир Владимирович, я хочу этим тоже поделиться. Он сказал примерно следующее, что главное деньги, естественно, предусмотреть, но еще более важное – это довести деньги до каждого человека. И они должны быть доведены в полном объеме и в те сроки, которые устанавливает президент. Вот он сегодня еще раз об этом всем и руководителям субъектов, и руководителям всех учреждений, структурных подразделений поставил это на особый контроль. Еще одна новость, или еще о чем бы хотел с вами сегодня поговорить, это о поддержке талантливых детей. В республике стартовал прием документов от кандидатов на соискание именных стипендий правительства Республики Коми на 2020 и 2021 учебные годы. И на эти стипендии могут претендовать школьники, студенты вузов и средних специальных учебных заведений республики, а также учащиеся организаций дополнительного образования в сфере культуры. И это молодые люди, которые активно занимаются наукой, творчеством, общественной и спортивной деятельностью и добиваются в этих направлениях значительных успехов. Еще о чем бы хотел сегодня вам доложить, это о том, что я уже говорю несколько последних дней, что мы много времени уделяем и в правительстве
летнему отдыху детей и вообще уже организации нового учебного года. В связи с этим я повстречался с зампредседателем правительства Республики Коми, министром сельского хозяйства и потребительского рынка Анатолием Пантелеймоновичем Князевым, и как раз обсудили вопрос обеспечения в новом году, учебном году, детей начальных классов цельным молоком именно от производителей с Республики Коми, от сельхозпроизводителей. И это очень важная тема, потому что это цельное молоко для детей начальных классов, это, конечно, здоровье. И договорились, что мы в течение летнего периода, вот этих летних каникул, на уровне правительства все необходимые решения примем с тем, чтобы уже вот наши детишки с нового учебного года вот это цельное молоко получали именно начальных классов с 1 по 4. Еще одна новость, и она действительно новость, мы подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве на 2020 год с ПАО «Лукойл». Хочу сказать, что средства, выделяемые компанией в рамках соцпартнерства, пойдут на очень важные социальные направления. Например, это строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в поселке Ялика городского округа Ухта, на завершение строительства детского сада в селе Мутный Материк городского округа Усинск, детские игровой площадки в городе Печоре. Будет капитально отремонтировано здание интерната кадетской средней школы в селе Коровий Ручей Усть-Цилимского района. И, конечно же, вот это соглашение направлено в первую очередь на улучшение качества жизни жителей нашей республики. И вот этот вклад ПАО «Лукойл», конечно, нами очень высоко оценивается, и мы будем продолжать это сотрудничество и впредь. На сегодняшний день это все новости, все основное, о чем я хотел с вами сегодня поделиться. И я напоминаю, что мы продолжаем заботиться друг о друге, продолжаем, выходя на улицу, одевать маски, перчатки, берем с собой средства, потому что это очень важно, для того, чтобы мы все-таки побороли эту инфекцию. Всего вам самого доброго, до завтра, будьте здоровы.